Всем привет, друзья. Всем привет. Стою на парковке, объездная Иркутска. В общем, завтра у меня загрузка. Тут по машине делаю. Слышно ли меня? В общем, сейчас прицеп помыл внутри. Ну и снаружи заодно. Зараза, только вот там дождь собирается. Успею я, наверное, вернуться на стоянку. В общем, в чем фишка? Я сейчас расскажу, что сделал. В общем, на прицепах, в основном на фурах страдает у нас первая ось. Ну, в частности, моя вторая, да. Ну, если без первой вот это считать, первая, вторая, третья, то есть вот эта ось страдает. И последняя. Вот здесь, как правило, больше сохраняется протектор. Что я сделал? Здесь протектора больше. Вот это у меня стояло на задней оси. Эту я не трогал. Тут тоже нормально еще протектором. Ну как, с новым, если сравнить, вот новое, да? Ну сравните, тут вообще конкретно с фалангу до пальца, грубо. Ну а тут половина, тут еще меньше, тут побольше. То есть вот эта средняя ось более-менее, я ее крест-накрест поставил. В общем, сейчас по дорожке, получается, вот она у меня там стояла, вот здесь вот. Я ее туда поставил, со средней оси поставил сюда. То есть оба колеса со средней оси просто зеркально крест-накрест поставил на последнюю ось, а с последней оси поставил вот сюда. Ну тоже то же самое зеркально. Почему? Потому что протектор съедает быстрее на задней оси. Вот тут вообще уже его нету, протектора. Поэтому резина побегает еще. Резина прошла 206 тысяч. Но кто смотрит меня постоянно, знает, что я как бы в таких условиях езжу достаточно нестандартных, грубо говоря. Не по, ну, по асфальту тоже, но и гравийка тоже присутствует. Блин. В общем, кто постоянно смотрит, 2 месяца машина стояла. С завода идут 220, как говорят, а некоторые даже говорят и больше. В общем, непонятно. Но они даже по размерам меньше. Родные сдохли. В прошлом году мне поставили 190. 190 выкипает, как видите, да, у меня. Все. Это я чистил. Но все равно цветет. Видите, она выкипает через вот эти дырочки. Потому что, я так понимаю, мощность больше дает, и она кипит. Вот даже свежая, мокрая. Соответственно, они у меня стали быстро выключаться ночью. У меня даже без учета нагрузки автономки, без ничего, просто холодильник работает. У меня ночью будет. Один раз разбудила. На 24 я поставил сигнализатор. Многие же знают, у меня сигнализатор стоит. И, в общем, не смог я завести. Я все отключил полностью. Еще пару часов поспал. Утром проснулся. Мне где-то в 5 утра разбудило, а я где-то в 7 завелась. То есть, ну, кое-как, еле-еле на последнем издыхании она у меня хватило мощности завести. Ну, то есть, аккумуляторы не держат уже заряд даже ночь. Соответственно, их нужно менять. Сейчас привезут, мне поставят 220 новые. Вот. И, значит, 220 новые. Я вот сейчас покажу. У меня бардак, правда, ребят, не обращайте внимание. Вот у меня сигнализатор вот такой. Вот он у меня стоит. Летом-то вообще на 23 я ставлю. А зимой там 23,5, 24, если сильный мороз. Ну, чтобы если низко падает до этого напряжения, он начинает орать. А орет он, ребята, так, что мертвого разбудит. Поэтому рекомендую такую штучку покупать, ставить. Она у меня уже путешествует с Мерседеса, еще в Йемене работал. Вы забудете о том, что утром упражняться, стучать по кабинам, просить коллег, жалобно, грубо говоря, скуля: прикурите меня. Так что вот. Поэтому вот она меня ночью разбудила, и то не завел, потому что, ну, я поставил-то на 23 или 23,5 было. Сейчас вообще на 24 я ставлю. 24,5, по-моему, даже я заводил. Вот.
не держит. Приходится заводить ночью. Вот, собственно, так. Сейчас наша задача. Сейчас человек подъедет аккумуляторами. Договаривались на завтра. Я говорю, слушай, у меня 3 точки загрузки. Давай, говорю, я на первый Шелихова загружусь. Наберу тебя, ты подъедешь, поменяю. А что-то... Ладно, а потом переиграл. Дай, говорит, сейчас прямо. Я болел. Ну давай сейчас. Сейчас я ключи достану. И будем откручивать аккумуляторы. Все, ребят, ладно. Сейчас руки заняты будут. Ребята. Узкая же, правильно? Там узкая же. Подожди. Если узкая, тогда... Сейчас чуть-чуть вперед, давай. Короче, еще грузимся. Приехал, полная растентовка. Все как любят дальнобойщики. Вспотел. Бляха-муха. В 12 метров эта хрень. Дома комплект, это кухня. 23 куба загрузят мне сейчас на Якутск. Вот, и у меня еще будет, блин, с утра пораньше, прям в 9 утра такая физкультура. И вот еще будет 2 штуки. И у меня еще 2 загрузки будет. Светлана, если ты вдруг будешь смотреть, это логист. Тебе огромный привет. Спасибо большое. Низкий поклон за такие загрузочки. Дальнобойщики прямо любят. Прямо обожают. Полная растентовка. Ой, блин. Вспотел еще. А тут в Иркутске-то, ну, во многих таких областях, имеется в виду, солнце выходит, оно палит прямо капитально. Все. Давай, я сам. Так, ну что ж. Загрузка заканчивается. Сейчас вот эту пачку еще сюда поставят. И буду увязывать, собирать все. Ой, ёшкин, матрешкин. Делов куча. Короче, вот это все вместе 17 тонн сказали. Ну, плюс-минус. И еще ОСБ плита будет, фанера или как, ну это клееная же, да, по-моему, из этих, слова забыл с утра пораньше. И пеноплекс будет, утеплитель, я так понимаю, по всему кузову мне накидают сверху. И все вместе будет 22 тонны. Так что как-то так. Спросил, короче, 1 куб из сосны стоит 55 тысяч. Здесь летняя кухня, 23 куба. Дом уже уехал до этого. Там 108 кубов, что ли. По 55 тысяч, короче. Вот такие цены тут в Иркутске. Если что, вдруг. Так, в общем, увязываемся. Я вот смотрю. Вот эти верхние пачки, они, короче, внутри, они-то стянуты, но внутри они ходят, доски. Сейчас залезу, покажу. Вот, один хрен они сдвинутся, их там никак не увязать. Вот, и думаю, что вот одна пачка-то здесь притянута, а вторая-то, я-то что-то не подрасчитал. Основной я вот это хочу стянуть. Но так как здесь один ремень, только надо вот еще один сюда кинуть, чтобы вот эту пачку привязать. И тут что-то я так рядом бросил. Ну, ладно. И вот сюда еще кинем одно, да? Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 ремней. Сейчас затянем. И вот эту еще затянем. Но еще неизвестно у нас ОСБ плита, как она пойдет и куда ляжет. Потому что там остался метр, грубо говоря.
Сверху сюда ее положат. Но она там, блин, переставлять, если что, будут. Тут не особо-то. Как ее стягивать? Сюда, если... Я не знаю, каких размеров она. Пеноплекс-то ладно, бог с ним. Он легкий. А вот с этим непонятно. С USB плитой. Какого она размера. Какой вес. Сейчас еще надо посмотреть, сколько вес мне. В общем, ладно. Потеем дальше. Любимые загрузки дальнобойщиков. Ладно, еще не зима. Лето хоть. В общем, ребята, сейчас вот увязываю, да. Чем плохо, да, когда много загрузок. Много составной, да, так называемый груз. Вот сейчас, допустим, я затянул их. Вот 4 здесь, сейчас еще вот здесь один. И вот здесь один. Они мне такие на следующей загрузке. ОСБ плита, я не знаю, что это. ОСБ просто написано. Они мне скажут: давай, Эльдар, еще сейчас. Бок открываешь, ремни скидываешь. Мы сейчас сверху еще кладем. И потом заново затягиваешь. А вот это будет вообще прикол. Без понятия, куда его будут класть, эту ОСБ, да. Какого она размера. А представляете, они скажут: давай мы сейчас сверху еще положим. То есть мне надо будет все ремни снять. Потом заново затягивать. Я не то, что там вспотею, я буду матом ругаться. Ну, прям одна из самых нелюбимых загрузок. Ну, представьте, да? Сколько здесь? Ну, 1003, наверное. Ехать. Ну, и увязать надо хорошо. Почему? Потому что, как бы, сами понимаете, дороги-то не очень. Это ужас, конечно, будет. О! Дайте я поплачусь немножко. Давно у меня такой не было загрузки. Доски я, честно говоря, не люблю любить. Ой, не люблю любить. Не люблю возить. Ну вот тут как бы брус, он вроде устойчивый. Но вот те под сомнением. Так, что-то еще хотел сказать. Ну сейчас вот еще 2. Тот бок закрою уже. Стяну его. Ну и все, и этот бок буду сейчас закрывать. Да уж. Что-то еще хотел сказать. А что я хотел сказать-то? Что-то хотел сказать и вылетело из головы. Вроде... Блин, что-то хотел сказать, вылетело. Ну ладно. Все тогда. Продолжаем утягиваться. Еще 2 ремня. С этой стороны у меня... Хорошо, на кроношпане-то грузился. Набрал этих уголков картонных. Вот они, вот такие. Они, по идее, это одноразовые. Но я их уже много раз использовал, еще как бы живые. Ну, их 2-3 раза, и все, они кончаются. Вот. Сейчас надо будет по разгрузке собрать их, не забыть. Пригождаются вообще, очень помогают. Ну, вот представьте, надо под каждый этот. Вон там, вот тут. Сейчас ползал, лазал, подкладывал. Главное, на каком-то ремне начинаю затягивать, этот уголок падает. И ё-моё, опять давай лезть туда. Вот. Сейчас еще здесь мне вроде должно хватить. Уже мало осталось. Кроношпан. Там тоже, блин, 15 ремней. Вспотеешь увязываться. Ну, здесь вот тут как-то так вышло. Ну, будем аккуратно ехать. Остается вопрос с этой плитой ОСБ. Сейчас надо еще трос
смотать. С плитой остается вопрос, какая она. Все, ладно, хорош трындеть дальше. В общем, попадос. Я оттуда ехал, смотрю адрес. Какой-то строительный рынок, кажется. Практически в центре, движение плотное. Я вот туда уехал, тут на светофоре налево, и там в кармашке встал. Телефоны мне дали. Я говорю, а куда тут фура-то? Ну, представьте, я сейчас бы не туда залез. Вот это было бы вообще... Поэтому лучше в таких моментах, конечно, остановиться и пешочком. Правда, сейчас проблема развернуться мне будет. Пустой был, ладно, бог с ним. Вот я груженный. Сказали перед Омни. А где эта заправка-то Омни? Повернуть. Сейчас посмотрим. Я не вижу заправку. Еще дальше. Сейчас прогуляемся. Посмотрим. А мне что-то навигатор вот сюда, что ли, показывает. Или там дальше показывал. А, вон Омни. Сейчас прогуляемся. Ой, дурдом, а. Ладно, я сюда показывал поворачивать. А я вот сейчас смотрю, фура оттуда выходит. Сейчас бы сюда сунулся, вообще жопа была бы. Походу вот отсюда надо. Да. Хуже некуда в центре грузиться. Ну, представьте, вот туда бы сунулся. Это все бы. Я хрен его знает, как бы выбирался. Вот фура выезжает. Вот поворот. Ага. Ага. Вот оно, куда надо было. Все. Так, теперь проблема нам развернуться. Теперь развернуться надо. Идем. Кафе Буза. Там кафешку вижу, Бузы. Может, пару штучек. Чук. Бурятское кафе. Просто Бузы, кафе просто Бузы. Почем Бузы? А почем Бузы? Большие Бузы по цене обычных. 85 рублей уже. Ага. Ну, буду знать. Ладно, надо заезжать, грузиться. Мне еще на третью точку времени нету. Побежали. Сейчас проблема теперь развернуться. Сейчас, если заставили там, то все. Ребята, проблема с этой загрузкой, честно говоря. В общем, пачки вот эти ОСБ по ширине, да, 1,20 м. Это она где-то вот в лучшем случае вот здесь будет. Вот, смотрите, да, висеть. И 2,40. 2,40, ладно, нам влазит. Они сейчас предлагают, видите, тут ступенька же. Во-первых, 2 тонны. Я говорю, их надо половинить. Нельзя на одну сторону. Одну сюда, одну туда. Это все весело. Мне опять бок открывать, опять ремни снимать. Это жесть, конечно. Это во-первых. Во-вторых, они говорят, давай выровняем. Вот. Давай выровняем вот этими досками. То есть ее разберем. Я говорю, отлично. А с этими досками ничего не делать потом.
Они по всему кузову гулять будут. Там же вот это металлическое, вот это вот. В общем, жесть. Я даже не знаю, что делать. Стою, голову ломаю. Этим кровь из носа надо вот эти USB-плиту загрузить. Ну ладно, я разберу эту пачку. Она рассыпется во время дороги, правильно? По-любому рассыпется. У меня доска, кстати, упала. Сейчас поправлю. Вот. Она рассыпется. Скорее всего, туда упадет. Если ее разобрать, полностью надо. И желательно бы где-то на середину ставить эти 2 тонны. А вообще лучше ее располовинить. Часть сюда, часть вон туда. Но она опять же будет висеть. Она будет висеть нельзя. Хрен знает, она об эту упрется, рассыпется, да, тоже нельзя. Ее надо посередине ставить. А чтобы посередине поставить, надо выровнять. А выровнять вот как раз по третий брусок, да? Вот смотрите. А выровнять ее, потому что ставить будут на бруски, вот на эти бруски. Она выравнивается как раз по третью эту. Раз, два, три. То есть мне надо вот это все снять. Вот это полностью все снять. Вот это все разобрать. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 5 штук вот этих всех. Убрать. Ну, естественно, развязать. Выровнять и посередине ее 2 тонны эти шмякнуть. Потому что если не разделять, она будет слишком выступать край. Потому что это узкая. Ой, не знаю, что делать. По идее, вообще наперед надо, малех. Потому что у меня перед вообще там 8,5 тонн. Мало нагружено. Жопа-то сильно. Там девушке объясняю. Ну, девушки, понятно, они ничего не понимают. Им кровь из носа надо. Деньги-то получили, наверное. Ну, это вообще там логист на логисте. Посредник на посреднике. Понятное дело. Ну, не с нашей компанией имеется в виду. Хрен знает. Не знаю, что делать, честно говоря, ребят. Ну, по сути, эту пачку, вот эту сверху, которую надо все разбирать. По 3-й брусок оставлять. И, ну, 3 ряда. Раз, два, три. А сверху все снимать и куда-то их класть в другое место. Но меня этим никто не уполномочил. Что я тут должен, правильно? Не свою работу делать. Сейчас скажу им. У меня тут целый ролик, наверное, выйдет, пока я загружусь. Отдельная часть. Короче, я не знаю, ребята. По-моему, это все шляпа. Нахрена я соглашился? Во-первых, она будет вообще высоко. Ну, кину я ремни.
знаю, мне кажется, это шляпа. Она, во-первых, сама по себе, ну, не сильно скользкая, конечно. Шершавая. Я в том плане, если тормозить, чтобы эта вся пачка вперед не пошла. Понятно, да? Ой, шляпа, Ильдар. Как ее довести? Хз, блядь. Она такая высокая. Ее бы желательно располовинить. Но этим никто не согласится. Заново увязывать. Пошлют меня нахер. Фу, ребята. Что, какой у вас ваш прогноз? Доедет ли это? Вот с этим я еще как бы ладно. Кстати, которую пачку разобрал, надо сейчас увязать ее. Я думаю, продеть под низом и просто их двумя ремнями, ну, стянуть вместе вот так и все. Доедет ли эта пачка? Ваши прогнозы? Я не знаю. Где-то примерно посередине поставил прицепа. Потому что хотели назад. Я говорю, да блин, не надо назад. Давай посередине. Вот. 2 тонны. Где-то тонна 700. Ну, я округлил. Подожди, а там бумажка же вон висит. Сколько? Тихо, опустись. 1,5, что ли, написано? 1466. Это что это? Это вес, наверное. 1,5 тонны. Ну ладно, еще лучше. Фу. Ну все, ребята. Что-то я намаялся, честно вам скажу. 2 бока, сейчас еще раз бок. И скорее всего пеноплекс где еще раз бок открывать. Ладно. Ну сейчас еще эти ставить надо заново. Как его? Ну вы поняли меня. Так, ребята, ну что? Все, загрузился. Уже не стал бок полностью зашторивать его. Ну, вернее, с лямками стягивать. Опять, наверное, сейчас разгружаться. Вернее, бок открывать. В общем, я что-то, конечно, сегодня подмаялся. Ну, давай ты справа проедь. Я же специально пропускаю тебя. Ну, о, красавчик. О, блин. Я манал такие, честно говоря, загрузки, ребята. Это прям жестко. Отвык я от таких загрузок. Что я даже сейчас вот еду, не могу вспомнить, чтобы прям так урабатывался, грубо говоря. Еще, блин, резину бы не порвать, слишком уж груженный. Так, едем на 3-ю точку загрузки. Тут вроде недалеко. Поехали, ребята. Еще финальный рывок. Сейчас вот доеду. Вот тут надо развернуться. Где тут развернуться? В груженном. Там дальше есть типа на светофоре, но там, наверное, узко. Я хрен его знает как. Где-то вот здесь металлобаза. Где-то вот здесь. А где заезд? Вот заезд. Ох, сейчас бы сюда мотануться. Блин. А можно вот так сделать, а? Сразу налево. Нет, тут... Еще на маленьких лезут. Я вчера тут пытался развернуться. Да, я там далеко уехал, там хрен развернешься. Так, а здесь как? Здесь, наверное, я не смогу. Нет, здесь тесно. Здесь тесно.
Да, тут. А нет, можно, в принципе. А, там фура, бляха-муха. Не, поехали дальше. Мы тут не сможем. Так. В общем, эту разобранную пачку я просто 2 ремнями стянул. Сейчас, если все это пеноплексом заложит, я хрен сюда доберусь. Ничего не сделать будет. Ну и эта хрень, хрен знает, как она доедет, честно говоря, ребят. Вот так еще стянул пачку просто между собой. Все. Ребята. Я хрен знает, если сейчас все заставят, а как подтягивать ремни. В общем, смотрите, что, как заявил. Тут, ну и там, соответственно. Фу. Грузимся. Не знаю, я, наверное, сегодня никуда не поеду уже. В Шелихово останусь. Так, ребят, ну что ж. День заканчивается. И я загрузился. Целый день сегодня гружусь. Фу. И главное, знаете, что на загрузке? Давай, мы, говорит, сейчас тебе подавать будем, а ты укладывай. Я говорю, стоп, ребята. Я говорю, меня сегодня хватило. Я говорю, я грузить ничего не буду. О, блин. Типа, нарушаешь нашу традицию. Тут, типа, водители сами грузят. Я говорю, не, ребята, я точно грузить не буду. Давайте решать вопрос с логистами. Я говорю, я сегодня уже все набегался. Еще и грузчиком работать. Не, хорош, говорю. Вот. Ну ладно, без вопросов, сами загрузили. Вот. Так что хотели еще меня здесь подписать. Ты хитрожопый, блин. У меня уже других слов нету. Так, все, закрываемся. Сейчас убираем все отсюда. Весь инструмент. И этот. Собираемся в дорогу. Но сегодня я уже, наверное, не поеду. В Шелихове переночую. С утра. Ну, посмотрим, может быть, и поеду. Сейчас надо подумать. Есть хочу. Не ел сегодня целый день. Ладно. Так, ребят, ну что ж, все. Добрый путь. Я тут пока не забивал. Сколько общее? По-моему, так примерно по прикидкам в районе 3000 км. Сейчас сразу сюда. Да, ребята, конечно, сегодня был день такой четкий. Спасибо. Блин, что там лежит, а? Какой-то металл, блин. Спасибо, говорю. О, все, выбираемся, ребята. Это будет отдельное видео, загрузка или как-нибудь. Я посмотрю по протяженности при монтаже. Ужасная загрузка, назовем так. Но
Причем нужно понимать, что этим пеноплексом-то все заложили. Но в любом случае мне надо будет бок открывать, подтягивать. То есть за поездку, я думаю, еще, наверное, пару раз-то бок буду открывать, смотреть. Потому что, во-первых, мне туда не... Как посмотреть? Как посмотреть груз, если все заставлено? Да? Мне снизу, сзади-то ничего не видно. То есть мне надо бок открывать. И смотреть, как у меня основной груз. Это, во-первых, вот этот ОСП, ДСП, ОСП клеены, это эти опилки. Вот, а блин, муха залетела еще. Фу. Или сегодня поехать, или уже. Сейчас посмотрим. Сейчас надо в магаз, во-первых, поесть что-нибудь. Ладно, ребят, давайте тогда, что, не знаю, сейчас, ну, на всякий случай скажу, что это первая часть загрузки заканчивается. Посмотрим по продолжительности, может быть, и дальше будет уже, когда по Байкалу поеду. В общем, веселуха. Так, мне налево, да? Подожди. Налево, да, налево. Или как? Или подожди. Блин. Велосипедист. Да, налево. Главное, налево. Так, все. Позже включимся. В общем, ребят, подумал. Да поеду я уже, наверное. Не буду я ночевать. Поеду я дальше. В общем, маршрут начинается. 3145 километров у нас до Якутска. Ориентировочно будем ехать 4 дня. Торопиться я не буду с таким грузом. Будем ехать аккуратно, не спеша. Проверять надо будет еще, останавливаться. Вот, так что, наверное, это вторая часть, да, уже у нас начинается. Уже непосредственно самой поездки. Загрузился. Ну, первую часть, кто не смотрел, посмотрите. Первую часть там много чего делал. То есть и колеса перекинул, и аккумуляторы поставил, и прицеп мыл. Очень много чего делал. И загрузился. В общем, доедем. Сегодня заправиться еще надо. Там, скорее всего, как обычно, очереди. Фу. Ну, сегодня долго я не буду ехать, потому что я реально устал. Поэтому проедем, столько проедем, как говорится. Поехали. Добрый путь, ребят. Ну, а вам приятного просмотра. Поехали. Ребята, ну что ж, первый подъем после Иркутска. Поднимаемся. Тяжело идет шакманчик, тяжело. Ну, сказали 22 тонны. Общий вес. Тяжеловато идет, конечно, чувствуется. Дождик, зараза, начался. Блин, вчера только машину помыл. Сейчас опять грязный буду. Ничего не поделать. Ехать-то все равно надо. В общем, еду, думаю, сейчас в Култуке так на Роснефти заправлюсь. А там, зараза, первый поворот на стоянку, а дальше проезжаешь и Роснефть. Там, по-моему, выезжаешь, что можно налево. То есть заправиться, опять налево и сразу опять налево на стоянку. Так, что ли, сделать? Вот, наверное, так и сделаю. В Култуке встану. Дальше не поеду, потому что пока сейчас доеду еще до Култука.
Пока заправлюсь, так уже будет, уже вечер будет конкретный. Фу. Так, что еще сказать? 3100 километров, как я сказал. Ну, было ровно 3145, пока я в Шелихово был. Вот, так что где-то так. С Богом, как говорится, чтобы добрались и выбрались. Ну, сейчас лето, как бы, окей. Я думаю, проблем не должно быть. Сейчас с воровайкой обгоним. Тяжеленький тоже идет. Нагрузил-то себе досок. Mitsubishi Fuso. Ладно, ребят, тогда уже на Байкале, да, включимся. В принципе, шагаем. Что-то интересное будет, тоже включусь. Надо в себя немножко прийти, отдохнуть за рулем, как говорится, немножко. Поехали. Ну что ж, ребят, спускаемся к Байкалу. Култук пройден, нормально, ничего такого. В рабочем режиме. Никаких аварий, слава богу, ничего не было. Все идут, шагают. Ну вот и Байкал. 100 лет, 100 зим. Привет, Байкалушка, привет. Опа, нифига тут дырка какая. Ну вот и Байкал. Блин. Все одновременно делаешь. Привет, Байкал. Как же высоко, а? Сейчас у нас тут зигзаги. Туда-обратно. Ну, моргаю, чтобы заехал, он куда-то смотрит непонятно. Я что-то остановился, толпа едет, смотрит туда, уже на стоянку. «100 лет, 100 зим». Топливо куплю. Ну что ж, ребят, сейчас на заправку. Надо залиться. То у меня левый бак вообще пустой. И правый дозалить. И уже будем шагать до Читы. Там будем заправляться. Скорее всего. Ну, ребят, заправляемся. Хорошо тут хватает. А то, как обычно, очередина. Там вон стоят еще куча машин. Так, ну что ж. Топливо идет. Ценник, да? Ё-моё. Куда так дорожает топливо-то, а? Так, ну что ж. Сейчас заправляюсь, наверное, и сразу сейчас развернусь. Да, тут налево можно. И на стоянку поедем.
Хорош на сегодня работать.